В эфире «Актуальное интервью», в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. 8 июля отмечается Всероссийский день семьи, любви и верности. В честь праздника в Якутске проходит республиканский семейный фестиваль. Организованы различные мероприятия, торжественные выпуски новорожденных, чествование семейных пар, проживших не один десяток лет вместе и воспитавших детей. Все торжества также посвящены столетию Якутской ССР и Году матери в Якутии. Как реализуется государственная политика в области поддержки семей с детьми в регионе, расскажет гостья студии. Алена Атласова, председатель постоянного комитета Государственного собрания Илтумен Республики Саха-Якутия по делам семьи и детства. Алена Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. 28 июня президент России Владимир Путин издал указ о Дне семьи, любви и верности. Расскажите, какое значение данный праздник имеет для нашей республики? Данный праздник отмечается по всей стране с 2008 года. Если это была с самого начала общественной инициативой, соответственно, сейчас издан указ президента. И это говорит о том, что идет последовательная политика государства в отношении семей с детьми. И приняв Конституцию Российской Федерации, нашей республики, провозгласив детей приоритетом государственной политики, мы таким образом сейчас государство продолжает работу в отношении, чтобы укрепить социальный статус семьи, традиционные ценности семьи. Соответственно, в этом направлении идет работа. 2022 год в нашей республике объявлен Годом матери. Расскажите, какие меры поддержки матери почувствуют в этом году? Но прежде всего это дети столетия. Глава республики Айсей Николаев в своем послании обозначил такой целевой капитал «Дети столетия». И на первое полугодие у нас родилось 5375 новых граждан. Это, конечно, идет последовательная политика. Далее в послании главы республики он остановился на двух очень важных проблемных вопросах. Это обеспечение инфраструктуры земельных участков для многодетных семей и на улучшение жилищных условий для семей с 5 и более детьми. Эти вопросы всегда народные депутаты ставим перед правительством. И буквально на днях у нас состоялся разговор, деловое совещание у председателя правительства Андрея Тарасенко. Соответственно, были предложены разные пути ликвидации очередности, чтобы действительно многодетные семьи, которые очень долго стоят в очереди, каким-то образом реализовывали свое право. И также все-таки проголосовав за Конституцию, мы государство, обеспечивая приоритет семейного воспитания, все же берет на себя ответственность в отношении детей, сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. И здесь глава, то, что он объявил в послании, сегодня уже принято законом о том, что приемным семьям будет их вознаграждение увеличено 2 раза. И, соответственно, этот закон уже с июля месяца работает. Алена Николаевна, завершается сейчас у нас весенняя сессия 2022 года Государственного собрания Илтумен Республики Саха-Якутия 6-го созыва. Расскажите, какая работа проведена Постоянным комитетом парламента по делам семьи и детства за этот весь период? За весь период создания нового комитета с 2018 года народными депутатами нашего комитета инициировано и принято 40 законов. И в данный момент я остановлюсь конкретно на инициативе главы. Об одной уже я сказала, а второе то, что сейчас у нас ежемесячная выплата для семей с детьми от 8 до 17 лет. Это идет по всей стране, и, соответственно, это очень хорошая поддержка для тех семей, у которых прожиточный минимум менее то, что установлено у нас в республике. Соответственно, это будет составлять от 50 до 75% на ребенка в отношении прожиточного минимума на детей.
И также вот инициатива народных депутатов, принятый закон, это было результатом круглого стола о проблемах семей с детьми с инвалидностью. Соответственно, мы приняли новый закон, который дает право детям с инвалидностью на внеочередное обслуживание в медицинских организациях государственных. Ваши пожелания жителям Якутии с Днем семьи, любви и верности? Мы живем очень непростое время, время турбулентности. И я пожелаю каждой семье нашей республики любви, согласия и, самое главное, конечно, воспитать достойных граждан, чтобы дети любили своих родителей, свою семью, свою республику и свою страну. Присоединяемся к вашим пожеланиям. Также поздравляем всех с этим прекрасным, замечательным днем. Спасибо вам большое, что пришли, ответили на наши вопросы. Благодарю вас. Ну и я напомню, что вы смотрели актуальное интервью. Всего доброго.